Здравствуйте, дорогие подписчики! Исторический парк представляет игру «Битва за Москву». Очень хорошая игра от наших коллег Омского исторического парка. И вот хотим вкратце представить эту игру, какая она и как играется. Играется она очень просто. Эта игра представлена вот такой картой, где есть название деревень, а также шоссе и озера, и вот водоемы, реки. То есть полностью историческая карта Подмосковья и Москвы представлена в гексах, шестиугольных гексах, вот этих полях, по которым движутся эти фишки. Фишки представлены разными родами войск, танковыми, авиация есть, артиллерия, и все как полагается. И вот самое интересное то, что эти фишки, они выдержаны, там выдержан настоящий исторический момент, там показывается реальное оружие, реальный род войск, реальные танки с их названиями. Германские войска в этой игре начинают первыми, так как по истории известно, что германские войска наступали очень быстро в 1941 году и подошли очень близко к Москве. Захват Москвы для германских войск означал большую победу, захват административной, финансовой, политической центра Советского Союза. И, конечно, очень большое психологическое воздействие возымело бы захват города Москвы. И немец двигался очень быстро, а советские войска, их тогда, к сожалению, в защите Москвы немножко уступали до прихода сибирских дивизий с Дальнего Востока. Но все-таки благодаря известным нашим военачальникам оборона Москвы была поставлена очень грамотно, в принципе, очень грамотно. Народные дружины включились в борьбу за Москву, в оборону Москвы и так далее. Ну и, конечно, немаловажный факт, то, что тогда была зима и очень помогла погода. Русские морозы помогли нашим войскам. В отношении германских войск, у них зимнего обмундирования как такового тогда не было. То есть они, как известно из истории, германские войска рассчитывали победить Советский Союз, дать сокрушительные удары до наступления холодов. Игра имеет 10 ходов. Ходы совершаются путем бросания фишек. И с помощью такой таблички. А также есть такой журнал к игре, где объясняются правила игры. Игру разработали молодые омичане, общественная организация «Отчизна». И при поддержке исторического парка города Омска реализовали эту игру в прошлом году, 80-летию «Битвы за Москву». Они отправили нам комплекты этих игр, которые мы будем в этом году проводить. Будем проводить турниры, планируем проводить, как разрешится эта ситуация с пандемией. Игра очень интересная, может играть одновременно 6 человек. Ждем вас в стенах исторического парка с этой игрой. Когда будем проводить эти турниры, мы дадим соответствующее объявление и будем рады вас видеть в наших стенах.